Изучая историю оружейного дела, я обратил внимание на одну странную технологию, которую очень долго не мог себе объяснить, смысл ее. Так, 2000 лет назад Диодор Сицилийский и Плутарх говорили о племенах кельтиберов, испанских кельтиберов. Кельтиберы брали железные и стальные пластины и закапывали их в землю, иногда на несколько лет. После чего их доставали, проковывали и из этого изготавливали уже свои мечи. Несколько позднее Филон Византиец описывал качество этих мечей, что их можно было положить на голову, притянуть концы к плечам, отпустить, и они оставались прямыми. Замечательная технология. Непонятно, почему именно ржавое железо. Несколько позднее и совсем на другом конце света, не на крайнем западе в Испании, а на Дальнем Востоке, в Японии, японские кузнецы тоже применяли такую технологию. Они брали свои железные стальные пластины и закапывали их в землю. Причем не где попало, а в строго определенных местах, в зависимости от школы, от мастера, ну и так далее. И из этого ковали катаны. Дальше пути исследований привели меня на Кавказ. Ну, Кавказ – это вообще особое место. И в частности, в XIX веке там сохранилось описание, что чеченцы свои клинки тоже изготавливали из древнего железа. Они брали железные пластины и помещали их в сернистые источники. Надолго, пока как следует не проржавеет. Если источников поблизости не было, то тогда покрывали свои железки, свои замечательные заготовки для клинков особым составом – соль, чеснок и серосодержащие элементы. Интересно. Географически эта технология была развита, как видно, по всему земному шару. От крайнего запада в Испании и Дальнего Востока в Японии до крайнего юга в Индии. В Индии тоже для некоторых сортов дамасской стали пакеты смачивали особой жидкостью и дожидались, пока они не покроются ржавчиной, как мхом. И таким образом технология древняя и почему-то очень практичная.